Ради Хабиров в очередной рабочей поездке. На этот раз глава Башкортостана отправился в Стерлибашевский район. Расположен Стерлибашевский район на юге Башкортостана. По его территории протекает река Стерля. Образован район в 1930 году как Карагушевский, но через год его переименовали в Стерлибашевский. И первый объект рабочей поездки Ради Хабирова по Стерлибашевскому району – очистные сооружения рядом с селом Первомайский. Да, очистные сооружения, к сожалению, важный и нужный для района объект. Вот, и мощность соответствующая просчитана 500 километров в сутки. Но, вот, к сожалению, вот, начали строить, я приостановил строительство из-за того, что жители были недовольны. Почему, значит, не пригласили, не спросили, значит, у них их мнение. Официально, конечно, документально публичные слушания, значит, назначались, проводились. Ну, никто не пришел, ну, наверное, видимо, не знали, не читали. Вот, и не предупредили, наверное, значит, словесно. Вот, поэтому, значит, основная проблема была в этом. Инициативная группа, она вышла с предложением, вот, и они видеоматериал готовили, и в Уфу ездили, значит, из людей, как говорится, все это деньги собирали для того, чтобы опротестовать и, значит, приостановить строительство. В принципе, поэтому строительство и было приостановлено подрядчиком. А и что сейчас думаете делать? Сейчас, значит, вот у нас вариант есть, вот, значит, там за полем есть речка Большая Гумбаза, которая в Стерлю тоже впадает. Мы в МЖКХ собирались, вопрос проговаривали, и с проектировщиками пермскими тоже, значит, официально письмо написали и получили. Они нам дали такой ответ, в принципе, новое расположение места возможно, если та речка входит в реестр, значит, водных объектов Волокамского управления. Мы туда письмо обращение написали, сейчас ждем ответа. То есть, если придет ответ, Ради Фаридович, я бы хотел еще раз выйти, значит, в поля к народу, чтобы объяснять ситуацию, что это надо. Это генеральный директор. Вы подрядчик, да? Да, подрядная организация. Там же и проект есть, и деньги выделены. 39 миллионов отторговали Ради Контракт Фаридович. действующий. А очистные это что? У вас тут канализованная, да? Канализовано только село Первомайский, там 8 домов, а коллектор, значит, подходит сюда через дорогу. Вот, должен был увязаться с этим существующим очистным сооружением. Ну и, соответственно, с райцентра и других населенных пунктов мы могли бы, значит, с машинок привозить сюда, сливать, биологически очистные перерабатывали, и были чистые струи, сливались бы в речку. На данный момент проблема есть, то, что вот, значит, нечистоты села Первомайского напрямую в речку, и, как говорится, идет вниз по течению. Поэтому просьба была Ради Фаридовича, значит, контракт продлить, потому что у него заканчивается в ноябре 2019 года. Люди не оттуда вышли. Может, они? Да. А ведь никто не ждал, никто не звал этих людей. Я же не понимаю. Как обычно. Аумагар. Халер нуколама районда. Биздегенә түгел, вообще районда алама. Безнең белән сөйләшкән кеше юк, Ради Фаридович. Менә шушай бер менә возобновился. Это был объект, паспорта объекта не было. Во-первых, появился паспорт объекта, когда деревни Максюта и Первомайска начали вот этот вопрос поднимать. Мы все жители за чисто экологически. Мы не против так-то, против очистного сооружения. Мы за, только место расположения нас волнует. Потому что водозабор рядышком, у нас вода не подготавливается, мы прямо пьем почти грунтовые воды, потому что скважина даже мелкая у нас. И самое главное, без публичного обсуждения начали это строительство. Это плохо. И земля была выделена незаконно. То, что с вами не обсуждали, плохо, собственно, поэтому это произошло. Это вот с этой деревни было? Да. А что пугает-то? Вот, объясните вот кто-нибудь. Я вот пришел вот первый раз, как говорится, стою здесь. Объясняем. Это потенциально опасный объект, мы считаем. Объемы здесь, которые вот написаны, это очень большой объем. Даже если со всего нашего Стерлибашевского района будут сюда завозить, все равно большой запас останется. Вопрос у нас возникает, откуда будут поставлять эти сточные воды, канализационные отходы. Во-первых. Во-вторых, любой у нас объект когда-нибудь там сломается, и что все эти канализационные отходы, что обратно будут увозить, что ли? Обязательно в реку будут выливать. Мы боимся этого, боимся. И какие нормативы? Это ближайший дом, вот тут, 100 метров даже нету. Вот наша деревня, опять-таки, вот там сколько метров? Очень 200. Маленькое расстояние.
Глава что переживает? Что сейчас, если контракт остановим, то деньги обратно уйдут. Есть такое правило. Деньги, как мы выделили вам, там 130 с лишним миллионов, начисленные будут. Это первое. Второе, ну, понятно, сюда уже 3 миллиона с лишним закопали. Плохо, что с вами не поговорили. Что, совсем не разговаривали, да? Нет, Ради Фаридович, он же главой еще не был. Честно говоря, я думал, что еще можно поправить. Здесь глава администрации ни при чем. Я понял. Ну, найдете место, где делать, да? Но мы показали, показали место. Специалист приезжал, специально. У нас деревня, вот, допустим, рядом ни магазина, ни клуба, Вот здесь вот что, вообще ничего нет. Да? Ну, магазин-то это все-таки кто-то из вас должен открывать, это уж бизнес должен делать. Почему бизнес? Ну, маленький магазин. А как куда ходите, за хлебом или что? Туда Центр ездил. Первомайский. Первомай суток пешком ходит. А раньше, вот лет 20 назад, сколько в деревне было домов? Больше, наверное, да? И ферма была. Ферма была, да? Это древняя деревня. У нас 3 кладбища вообще, нигде такого нету. ФАП, значит, вот в этой деревне, получается, да? Так, а дети куда в школу ходят? Автобус возит. Автобусом. Ну, уже этот школьный автобус возит. Да, С этим нормально, да? Все-таки это... Ну, дорога оставляет желать. Лучше ухабы там и в детский сад из райцентра везут в школьный автобус. Вот здесь особенно на въезде, ну, не ремонтировано, короче. Регрейдер проезжает и все на этом. Так, вот я пока на асфальте ехал, хорошая дорога была. Где Ну, плохая? основная дорога хорошая, а в деревне... Имеется в виду вот эта Да, деревня? деревня. Деревня средняющая, да. А внутри деревни-то вот ваша улица там есть какая-то? Она асфальтированная? Нет. Нет. Не асфальтированная. Древний асфальт разбитый только. Весь разбитый. Чем помочь-то можем? Асфальт-то мы можем вам сделать. Мы сейчас, ну, вот в следующем году примем там программу и денег дадим на дороги, тротуары, освещение, вот такие вещи. Освещение есть у нас. Освещение есть, Есть, да? да. Освещение Ну, сделали. то заасфальтируем там вашу улицу тогда. Там, наверное, одна, улица или сколько? Две? Одна улица. Одна улица, Одна да, улица. получается? Ну, вот мы подасфальтируем ее. ФАП мы не можем же на каждом ставить. ФАП пусть будет там, школа тоже не можем, деревня маленькая. А работаете люди где? Вот в разных местах? Да, в разных местах. И у нас это водопровод старый, там только все на заплатках. Там пробивает, заплатку ставит, опять следующие ждут. Вот вообще, опять-таки, мы там пьем грязную воду. Через вот этой дыркой центральный водопровод грязный. И пьем. Деревня газифицирована, да? Да. Все с этим хоть нормально, да? Ради Фаридович, а вы вот в ФАП попадете, да, в Первомайске? Вот знаете, так, тоже на 2-м этаже, да, ФАП? Посмотрите, какая лестница крутая. Вот лично я, да, попала на лечение, было со мной приступ, меня на скорую возили. На носилках меня за ноги держали, чтобы я не скатилась. А туда идут больные. Очень, у нас много здесь пожилых, с костылями, да, и вот на 2-й этаж очень неудобно попасть, очень неудобно. Пожалуйста, посмотрите. Я вот. посмотрю, если ваш ФАП, ну, он в каком состоянии? Пап, хорошее состояние. Хорошее? Там ремонт делают, да. Хороший, ну вот этот вот, посмотрите, как подниматься, вот как. Хорошо, ага. Потому что если вот мы сейчас ФАПы, где плохие, мы все меняем сразу. Мы в следующем году где-то 80-90 ФАПов сделаем. Везде Понятно, поменяем. но И вот деньги у нас для пожилым, этого есть. пожилым и больным это очень тяжело подниматься. В следующем году вот мы и району поможем, и всем районам. Мы будем делать вот дороги отсыпать, освещение, значит, заборы будем делать и порядок наводить. А в ФАПе фельдшер есть? ФАПе Есть. Наверное, давно уже 3. работает, да? 3. Да, То есть, да. а то в некоторых деревнях ФАП есть, а фельдшеров найти не можно. Молодежь у нас работает, а вы молодые. Вот одна фельдшер Фануза здесь стоит, очень хорошая женщина, вы прямо, фельдшер, да? да. Давно работаете? Очень хорошая. Лекарства есть там как необходимое? Нет, медпункт закрыли. У вас аптеки нету, то получается, да? Ага. Нет, здесь вообще Папе закрыли. есть. А, нет, Ради здесь-то Фаридович. понятно, здесь маленький день. Ну там я имею в виду, Там есть. вы же там есть, лекарства есть, все есть необходимое, да? По честным мы тогда договорились тогда, вот если вас это сильно так волнует, и я так понимаю, что вы уже все настроились, и через колено ломать никого не будем, а честные мы поменяем. По деревне заедете, посмотрите, что нужно, обратитесь ко мне, я помогу. Там водопровод, наверное, самое главное для начала сделать. Ну, и поеду сейчас в деревню, поэтому по Дому культуры или что-то такое посмотрим. Да, Может быть, какое-то модульное. Это немножко время займет.
Вот это правильно. Радик Федорович, люди внесли коррективы в ваше решение. Да, тут, видите, как... Дело даже не в этом, а видите, как вот типичная ситуация, которую часто я наблюдаю, и с чем вот что с людьми очень мало разговаривают. Вот столько у них наболевшего, спокойно пришел глава, поговорил, но у нас здесь глава новый, я думаю, что сейчас все лучше будет. Ну, вот застарелые проблемы. Они все решаются очень быстро, если с людьми разговаривать. Радик Федорович, но ведь это надо уметь. Это без лукавства, без подхалимства к вам. Это надо уметь с людьми говорить. Вы умеете, не все умеют. Вот вы спокойно Будем с ними, учить. уверенно, Будем уважительно. Да. А они же настроены были агрессивно сначала. Ну и что? Вот. Очевидно же. Будем учить, поэтому вот я отвечаю на ваш вчерашний вопрос, что почему мы глав все время собираем. Потому что мы глав хотим научить, что это вот так должно быть. Надо слышать людей. Спасибо. По просьбе жителей глава Башкортостана Ради Хабиров заезжает в село Первомайский. Здесь, в одном из помещений, располагается фельдшерско-акушерский пункт и отделение ГИБДД. На первом этаже заброшенный сельский клуб. До 2013 года здесь был сельский клуб села Первомайского. До 2013 года они в ведении сельских администраций были. С 2013 года централизовали. В отдел культуры. И в этом здании находился сельский клуб. Но с тех пор здесь сельского клуба нет. Здание принадлежит сельскому поселению Стерлибашскому. Здесь в деревне сколько живет в этой деревне? 845. 845. Там живет 200 где-то. Да. Вот на 1000 человек. Да, у нас по нормативам Минкульт что говорит? От 1000 человек. От 1000 человек. И в этом случае что будет? Строительство можно. Строительство, да? А здесь, я просто не знаю, здание уже не подлежит, да? Нет, не подлежит. Слишком много затрат, проще новую построить. проще И новую. по нормативу не проходит, если, значит, и по пожарным, значит, требованиям. ну да, здесь, да. Вот, то есть мы просто, они деньги могут вложить, а потом объект не сдадут и в эксплуатацию мы запустить не сможем. Есть такая проблема, Рафаэль. Школа, детсад есть, ФАП. А до Стерлибашева сколько? До Стерлибашева. А здесь все через дорогу Стерлибашева начинается, да? Новый микрорайон. Вот, и потом уже райцентр через километр. Ну, на самом деле, это, если клуб был бы, было бы хорошо, мы бы, значит, и для населения имели бы еще один социальный объект, потому что все равно новый микрорайон, он мог бы и со Стерлибаша сюда приходить. Потому что до РТК в любом случае там, значит, больше времени пройти. Вот люди больно просят, вот, но я понимаю, что это не дело, конечно, что это не клуб. Ну, необходимость есть, конечно, условия должны состоять. А кто обследование делает? Какого года здания? Так, 58-го, да, насколько я помню? Да, 68-го года. Ну а что, у него фундамент или что, трещины есть или что? А на втором этаже кто сидит? Там у нас ГАИ, Это ГИБДД. ГИБДД, и на еще втором этаже, да. ФАП. Просто вот так вот сходу сейчас не дом, но деньги на ремонт мы бы вам дали. А что нет? Я переговорю Крыша тогда с течет? Минкультом. Крыша течет? Нет. Нет, крышу делать надо. Полы поменяйте. Нормально, тут какая-то неухоженность вообще. Еще порядок привели. Это порядок еще привели, да? Более-менее. Первый раз, когда я здесь был, здесь все заросшее было. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Как дела, Гера? Все отлично, все прекрасно, замечательно. Самая большая какая проблема? Что у вас? Жилфонд, ремонт крыши. Вопрос 40 лет уже нашим домам. Да, 40 текут лет. крыши, да? Да. Вот я-то вижу, неплохая крыша. И другие. У нас дальше вот эти этажки. А что там, разбирал? Разбирали. Октябрьская 4. К сожалению, ни одна крыша пожарная не попала. Значит, рекооператор тоже обращение написал, подготовил. Самые такие вот проблемные крыши здесь, и которые есть в райцентре. А сколько домов? Один дом или что? Тут все Вот и вот этот самый древний дом 76-го года. Мы тогда денег на крышу дадим. И так. Дружба 8 же, да, у вас? Октябрьская 4. Октябрьская 4. Вы Дружба 8 ориентируетесь. А работаете где? На пенсии.
Отработали все. Где в разрешительном? Где? В разрешительном. Разрешительная система. Да, да. Хоть работа-то есть тут, нет? Для молодежи, честно говоря, нет. В основном вот я тоже сам на вахту ездил до самой пенсии. И также молодежь ездит. Если бы работа тут была, куда ездить? Живи, радуйся. Ладно. До свидания. Удачи вам. До свидания. ФАП получается. Здесь ФАП. ФАП и ГАИ. Ну, вот эти вот крутые лестницы, про которые говорили. Это вот про эту лестницу? Да. Да. А ГАИ где? ГАИ дальше. ФАП здесь. А, паспорт здесь, да? Ничего, мы что ли? Ничего, мы что ли? Выходите. Здравствуйте. Хорошо. Ага, во сколько здесь работает? Нас трое. Трое, да? Да. 3 фельдшера или 2 фельдшера? Два фельдшера Два и фельдшера. акушерка. А акушерка, да? Ага. Сколько у вас на учете здесь стоит людей? Ну, вообще население 730. 730, да? Да. Лекарства? Лекарства продаются, здесь есть. Лекарства есть? А интернет есть у вас здесь? Здесь интернета нет. Интернета нет? Компьютера нет. А интернета нет вообще, Ну, что ли? хотя Интернет-то бы есть, наверное? здесь? Вообще есть. Вообще есть? А компьютера нету, да? Да. Вообще Пока компьютера нет. нету, да? Нету. Ага. А у них А ФАП. вот чтобы листок там больничный выписать, Мы обращаемся к своему участковому терапевту. так, он приезжает или как? Нет, мы можем самостоятельно как бы открыть, потом так, на да. повторный прием уже идут врачи. Но человека туда не гоняете, да? То есть вы здесь Нет, можете нет. это делать, да? Да. Зимой не холодно здесь? Нет. Нормально. Центральное отопление, да, хорошо. Это давно, наверное, да, здесь уже? Ну, лет 10 уже. Ага. Вот люди жалуются, вот я там был, не на ФАП, а что у них клуба нет и так далее. Здание-то какое-то, вот я все думаю, может быть нам сюда денег дать и внизу клуб вам сделать по-человечески? Ну, население просит. Не знаю, Просит, да? возможно, да. Райфайс, разрешите? Ага. Если, значит, клуб делать, можно же ведь часть помещения заложить под ФАП, и там будет ФАП на Можно первом и так, этаже, и клуб можно и отдельно. так. Я просто, ну, если это здание, вы говорите, я дам поручение, посмотрим, что с этим делать. Ну, какие к нам пожелания есть? Там, значит, смотрите, чтобы вы знали тоже, президент принял решение, что сейчас будут пересматриваться ставки зарплаты. И именно для первичной медицинской помощи. Это касается поликлиник и ФАП. Вот, наверное, где-то в течение до Нового года мы поймем, что произойдет. И с 1 июня, я думаю, что у вас будет получше зарплата еще. Спасибо. Так что терпите немножко. Спасибо большое. Ради Фридович, не планировали в ФАП зайти, но зашли. Почему? Ну, я в ФАП обычно всегда захожу, посмотреть, как. Это же главное. Вот здесь начинается здоровье людей. Ну, ФАП уютненький, фельдшер на ФАП месте. уютненький. Вот надо понять, мы примем решение. Ну, по этой тогда отдельно обсудим. Сегодня хорошо. даже у нас же будет возможность. Есть. Что с этим делать, надо понять и сделать. В районном центре глава Башкортостана Ради Хабиров в спортивно-оздоровительном комплексе «Стерля». Его построили в 2005 году. Здесь есть 25-метровый плавательный бассейн на 4 дорожки, тренажерный зал, помещение для борьбы куреж и самбо. Но здание нужно ремонтировать. Чаша бассейна пропускает воду, а на стенах появились трещины. Население в основном ходит в вечернее время, в 7 часов вечера, а с 2 часов пенсионер и обучающиеся в начальных классах, которые работают по руку. Также здесь у нас бассейн находится. Тренер по плаванию один по штату и инструктор по плаванию, который соблюдает порядок в бассейне один. Инструктор также обучает. Но вот у нас здесь появляется проблема, образовалась трещина в чаше бассейна. Откуда сочится маленький внизу под бассейном в чаше. И есть трещина вот на 4-й колонне, прям возле колонны, да, вот это вот. И получается оседает, и окна начали потихонечку лопаться. Это
у нас группа начальной подготовки, они тренируются. В свободное время больше стараются тренироваться и использовать полностью бассейн. А здесь какая секция? Это краш и бидинг пояса, вот девушки готовятся. Здорово. Первенство Минобразования бидинг на следующей неделе в Салаватском районе. И егиттер, дурраклар, студенты, они приезжают, вот каждую субботу мы с ними работаем. Готовимся Алемана Нига. Отбор. Республиканские призовые места есть. Да. Вообще сколько парней занимается? Вообще в целом в секции? В целом? Почти, так, почти 110 человек. 4 группы у меня. Здорово. У нас еще базируется в 3 деревнях совместителями. Это в Кабакуши, в Елимбете, в Алагуате. А сам ты местно получается? Мен увидим Алагуаттан, сам мында келіп ішлеп беремін. Келіп түгіл, мен мында тұрам уже. Там мы программу «Сельский тренер» сейчас принимаем. Вот, обрати внимание, вот именно для таких ребят, значит, мы даем грант 600 тысяч рублей. Но по договору, что ты 5 лет отработал. Я уже здесь 6 лет. Я еще готов работать, если будем. У нас пока еще молодой. Ага. Вот программу когда давай вот, чтобы Есть. Хорошо. Спасибо. Рахмат. Проводилось в подвале у вас? Вот здесь вот борцы тренируются, они сами. Хороший сезон. Вот здесь, там где матрица, там провалился. Здесь провалился, и там восстановили, так. Ну, вода тащилась даже оттуда. Здесь по гидроизоляции получается только слойная бетонная отмазка. Да, больше ничего нет. По документации проверяли несколько раз. По периметру отмазки уже полностью. Да, надо скрывать. Вся развалилась. Потом тогда пойдет наверх. Вот он. Накапывает вода. Мы сами залатали. В нескольких местах вода остановилась средством пенетрон. Да, вот в этом месте почему-то она не прихватилась, и вот она потихоньку сочится. И в нескольких местах вот так вот трещины есть. Здесь вот сбоку тоже видно, что местами по всему периметру у нас такая ситуация. На территории есть еще хоккейный корыто, мы ее в летний период используем, но в зимний период она у нас фактически не функционирует, потому что здесь роза ветров вот именно вот по этой линии идет и заметает без конца. Мы даже ее заливаем, но утром приходим, уже все вроде полностью. Здесь бы хотелось увидеть, конечно, спортивный зал стандартных размеров, чтобы вот принимать республиканские такие соревнования. А имеющиеся залы у нас... Хоккеисты есть, у нас занимаются на территории первой школы. Спортивные залы маленькие. Вам хочется крытый? Да, крытый большой зал, нам охота, чтобы вот принимать республиканские соревнования различного. Поэтому вот эти залы у нас залы маленькие все. А чтобы проводить республиканские, получается, нужны стандартные размеры. Также для тренировок по мини-футболу. У вас в домах крыши текут. Прежде чем деньги сюда лупить, мы хоть немножко... Это, наверное, следующим этапом. Вот это надо завершить, а потом будем в этой перспективе такая. Рахмат.